МВК приняла ряд решений по нераспространению COVID-19 в рамках поручений главы государства. Об этом сообщается на официальном сайте правительства республики. Сегодня на заседании Межведомственной комиссии под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тукжанова были выработаны конкретные меры по противодействию распространению COVID-19 в рамках данных поручений главы государства от 16 ноября. По итогам заседания МВК приняты следующие решения. Синхронизировать работу общественного транспорта с другими видами деятельности. В регионах, находящихся в зеленой зоне, работа общественного транспорта в течение недели продлевается до 23 часов ровно. В регионах, находящихся в желтой зоне, работа общественного транспорта продлевается до 23 часов ровно за исключением выходных и праздничных дней. Кроме того, согласно нововведениям, с 21 ноября исключаются ограничения по времени работы субъектов предпринимательства, деятельность которых не имеет прямого контакта с посетителями, автоэкспресс, еда на вынос, автомоек, станций технического обслуживания и ремонта автомобилей, швейных мастерских, объектов по ремонту бытовой техники, обуви, химчисток прачечных, ремонту телефонов, компьютеров, часов. До 21 ноября поручено подготовить дополнительный перечень объектов бизнеса с низким уровнем контакта с населением для возобновления их деятельности без временных ограничений. До 21 ноября поручено принять нормативно-правовой акт, разграничивающий санитарные нарушения субъектов предпринимательства по степени тяжести совершенного правонарушения. Незначительные, значительные, грубые, говорится в сообщении. Также по решению МВК, постановление главных государственных санитарных врачей РК и регионов поручено принимать за 3 дня до введения в действие ограничительных мероприятий. Это даст возможность бизнесу заранее подготовиться к возможным новым ограничениям. Также ускорить разработку и начало производства отечественной вакцины против COVID-19. Акиматам Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областей поручено в 10-дневный срок принять исчерпывающие меры по стабилизации эпидемиологической ситуации для их выхода из красной зоны. В целях обеспечения прозрачности статистических данных в сфере здравоохранения в недельный срок поручено завершить интеграцию лабораторий, проводящих ПЦР-исследования на COVID-19. Помимо этого, членами МВК принято решение до 21 ноября проверить укомплектованность реанимационных отделений больниц, в случае необходимости принять оперативные меры по их доукомплектованию. До 21 ноября провести тщательный мониторинг ситуации в регионах по формированию резерва лекарственных средств и медицинских изделий. Ускорить разработку законопроекта РК по вопросам биологической безопасности с его внесением в Мажилис парламент до конца текущей сессии. Обеспечить полную готовность к оперативному разворачиванию коечного фонда военных госпиталей. По итогам совещания заместитель премьер-министра дал ряд других поручений в части снижения цен на лекарственные средства, сайонового регулирования лекарств и медицинских изделий, определения механизмов гарантированного обеспечения сырьем отечественных производителей масок и других, говорится в сообщении. Напомним, вчера глава государства провел совещание по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции. В ходе своего выступления Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений по стабилизации ситуации. I'm an albatross. Yeah.